В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. Был прожит поленный случай, дай Бог сына лебедать, при старости на замену, при благодати на утеху, при смертном часом напомин душу. Жили, жена стала интересна. На каком языке говорит этот человек? Похоже на русском. И там же городу у другого короля родился тоже сын. Но как много незнакомых слов. То есть родилась одна. Медведь Букишка, насекомое червочка, бабочка липок, пальцы пестики. И дались бумагу написали, чтобы вырастешь и замуж желишь. Да. Жили, а в одну пору сын больше Да, стал. это русский язык. А сейчас помер. 3-4 века назад так говорили наши предки в Новгороде, в Архангельске, на Мизене. Смотрел и нашел эту бумажку. Ага, где И человек этот русский. Ладно. Жена есть. Но живет он на крайнем севере, в тундре, совсем недалеко от Ледовитого океана. Как же попали сюда русские? Сюда, за полярный круг, в устье Индигирки. Существует две версии. По одной, приплыли по океану на парусных карбасах поморы, открыватели новых земель. По другой, землепроходцы из Сибири пришли по Индигирке. Одних, вероятно, влекла сюда жажда познания, других — страсть к обогащению. Они шли за белым золотом, за пушниной, иначе мягкой рухлядью. В те времена самым главным для них было выжить. Повезет с охотой, будет мука, соль, пища. Не повезет — умирай в одиночку. Конечно, в течение веков они смешались с ламутами, юкагирами и венами, но сумели сохранить свой язык, народные традиции и обычаи. Здесь, в тундре, они строили, как у себя на покинутой родине, дома из дерева, вылавливая плавник и бревна в реке. Они называли себя местно русскими или русско-устьинцами по имени своего первого селения Русское Устье. Теперь они живут во вновь отстроенном поселке Полярном. Полярный – отделение Большого Северного совхоза. Здесь, как и прежде, основной промысел – охота на белую лисицу, песца. Охота начинается только 1 ноября. Именно к этому времени песец, как здесь говорят, вызревает. У летнего и осеннего мех плохой. На песца ставят ловушки. Русско-устинцы их называют пасти. Как же они устроены? Это называется прикальство. Прикальство у нас. Это называется подымальники. Вот сейчас, значит, начинаем на стража. Прикальство ложим на подымальник, значит, на подымальник коп и на стража. Вот это называется сторожок. Это называется щимка, по-нашему так. Вот она насторожена. Вот волосок от нее идет. Вот так вот он закручивается и подтягивается до основания, чтобы, знаешь, он не болтался. Потом надо обязательно приманку для песца. Вот берешь рыбку, режешь и складываешь в пасть. Кусочек по кусочку, значит. И пасть насторожена. А работает она как?
Как работает? Ну, пешец может прийти, знаешь, с любой стороны. Вот может отсюда зайти, сзади может зайти. С боковки, если есть возможность, с боковки перелечь на головочку. И один прекрасный момент, значит, дергает самую, значит, эту леску. Такие пасти, слово-то какое точное. Охотники расставляют по тундре и вдоль рек на десятки километров и объезжают их всю длинную зиму, до апреля. Видим, паш вот стоит. Половина уже пицца видит, уже попал. Приезжаем, открываем паш и расшевеливаем потихоньку. Расшевелим и выдергиваем ходом сюда. И потом паш настораживаем, щимку натягиваем, кладем приманку. Едем дальше. Выделать песца тоже не так просто. Вот уже его натянут, а потом уже сушат, высушат и начинают выворачивать. Потом вывернут, это уже потом чистят, вот мукой настоящей уже. Все, вычистят уже на сдачу. Каждый старается, лишь бы покачественно вычистить. А правда, морской песец, он очень грязный бывает, потому что он уже там разное вкушает. А наш вот такой сендушный песец, он чистый бывает. А что такое сендуха? Ну, сендуха, скажем, ну, называешь же сейчас вот это вот, ну, как сказать, вот, тундра. А мы же раньше сендухой называли. Куда поехал? На сендуху. Откуда приехал со сендухи? Так она и говорим, сендуха. За 3 века эта земля стала их родиной. Они научились читать книгу северной природы. На первый взгляд здесь все одинаково, ровно. Как же охотники умудряются не заблудиться? Ну, мы зимой ориентируемся, например, я в своих местах, но я лично знаю каждую травинку, каждую лужу, каждый ручеек, каждую речку. Например, вот меня бросьте любую пасть мою, я скажу, какая-то она 10-я или 30-я или 105-я. А вот если мы уже заехали в чужой район, да, например, заблудились, и вот охотугодием подъезжаешь или пастям чужим, мы это уже определяем по поделке сторожков и симочек. Потому что вот это же не на заводе делает стандарт один, а у каждого поделка разная, и мы замечаем. Например, этот делает симочку так, а этот так. Понимаете, да? Значит, это его место. Уже определяем, в какой стороне, если вот избушка, можно туда ехать или в другую сторону. Сторожки, симочки. Немой язык вещей, которые творят привыкшие к работе руки. Охотники готовятся к зиме, чаще бывают дома, находят время поговорить о деле, которому посвятили жизнь. Все охотугодия мы объезжаем на собачьих упряжках. Это, конечно, очень трудно, и климат здесь суровый, часто бывает метели. Трудно было, конечно, холодно, пурга, темень. Ну, работа есть работа. Все зависит от собак. Если собаки, знаешь, плохие, значит, и охоты никакой нет. Или не приготовят собакам корму. Если они голодные, все. Прямо. В январе месяце поехал на охотугодие, остановился в одной пасти, да, ну и собаки дернули за, ну что-то учили, пса, что ли, ну и убежали. Я остался один, вот. Ну, а избушка была недалеко, только отъехал я. Вот, за ними идти смысла нет, уже так темновато, вот еще утром-то. Вот, пошел обратно, сварил чайник, чай попил. Вот, и вышел на улицу и вижу, он уже ведет. Короче, там сделал кольцо, где они ходили, правда, потерял прикол. Он, короче, обогнул и обратно привел к охоте-избушке на место. Ну, а в пургу, когда ездил, сильную, просто надеялся на этого передовика. Он сам даже, вот, месяц тому назад проехал я, да, и он уже, там уже слой 20 сантиметров, короче, еще добавляется снега, да. И вот он, ну, сквозь снег чувствует ту положницу. Если плохой передовик, застрянешь, короче, в этой тундре, иди пешком или мерзни на месте. Вот. А передовик спас 2 раза. Вот. Я ему очень благодарен. Скоро снова настанет зима с ее ветрами, пургой, 50-градусными морозами. И без нарт не обойтись. Русско-устинцы делают нарты без единого гвоздя, связывая их сыромятными ремнями из оленьей кожи. Они всегда мечтали об усовершенствовании мира и пытались использовать достижения техники. Отец мой пытался сделать
Аэросань. Вот лыжи, которые он сделал. Мотоцикл К-750. Делал он это аэросань с пропеллером. Но, конечно, он не смог, не успел, умер. Вот. Но он хотел это все, в общем, наши условия сделать легкими, чтобы зимой объезжать, ну, быстрее и без всяких мук. Сейчас у нас появились аэросани «Буран». Очень выгодная техника. Когда на собачьей упряжке объезжаешь в день по 40 километров и высматриваешь где-то в пределах 40-45 постей, то на «Буране» можно объехать так, 90-100 километров и высмотреть, ну, даже можно 200 постей. Трудно сказать, чего здесь больше – воды или суши. И русским пригодилось исконное умение делать парусные карбасы, а местные научили их строить похожие на пироги легкие лодки-ветки. Для того, чтобы приготовить ветку, это целая история. Значит, дно вот таким причем выкатывалось, на шее и на, это, скажем, набои, дырочки. Про эти дырочки шили ниткой. Нитки прошитые они были. Сейчас, значит, вот сера. Надо приготовить весной эту серу, значит, в скоре мешке сварить эту кору, взять оттуда серу. И вот эту серу краили прутками такими. И вот ней, значит, головешкой вот так, значит, припаливаешь, и потом начинаешь мазать перчиком, вот пальцем. Вот и была ветка готова. В связи с появлением привозной доски уже начали делать такие шлюпки. Уже стали, значит, делать на гвоздях. А потом стали переходить на моторные лодки. Сначала моторные лодки были тоже деревянные, а подвесные моторы появились уже, ну, собственно говоря, после конца 60-го года. Вот. Вот такие, значит, были все постепенная перемена происходила. Ну и теперь все на моторках. Все на моторках. Но во всяком роде, ни в одних шлюпка это незаменимое. Потому что на современных вот лодках, которые под моторами стоят, далеко на веслах не уедешь. А тут надо иногда и, в особенности для рыбалки, надо тишину, беззвучно и так далее. Либо, сами знаете, тоже и другая все животное, надо шум-то не любит. Ловят здесь сельдятку, ряпушку, муксуна и короля северной рыбы чера. Каждый охотник должен добыть для своей семьи около 2 тонн рыбы в год. Для приманки песцов и для упряжки в 8-10 собак около 4, да еще 2 тонны сдать государству. Оказывается, и вечную мерзлоту можно разумно использовать. Под землей естественные природные холодильники. А как делают юколу? Югулу. Вот рыбу взяла с сетки, так? Привез ты ее, чешую очищил, и ее разделываешь. Так разделал, костью в сторону, и ее потом по маленьким крошишь. Потом ее повесить, она венится, сохнет на солнце. И быстро она сохнет. Вот такая погода, если быстро бывает, а погода плохая, очень долго. А быстро это сколько дней? У меня 3. И солят ее? Нет. Соленая, знаешь, что плохо сохнет. Привычную русскую одежду сменили на более рациональную в условиях севера, только назвали по-своему. Малахаи из пыжика, дундуки, щеткари, мужские торбоза, алачики, женские, оборы, ремешки-завязки. Как мало охотники бывают дома. Всего несколько недель в году. И вновь уходят. Ремонтировать пасти и ставить новые, заготавливать рыбу.
а мальчишки рвутся за отцами и старшими братьями. Но у каждого свои обязанности в жизни. Отцы на промысел, дети учиться. Это здание сохраняют в поселке как память о первых шагах становления новой жизни. Жизни, которая открыла перед ними горизонты и связала с миром. Московское время 16 часов. Из поколения в поколение русско-устинцы передают старинные притчи, былины, а какие они сказки сказывают, какие помнят песни и смешные загадки. Двое стоят, двое лежат. Ты ходишь, сейчас стоишь, а мои песенки заводит. Дверь, наверное. Правильно. Правильно, дверь. Их-то будет перегон. На двор выйдет калачом. Это на улицу, на двор-то. Не знаешь? Надо понять. Собака? Да. Вот. Правда. Он хорошо отгадывает. Без ножа, без топора можешь мститься. Это по-старому. Без ножа, без топора можешь мститься. Так, Николаевна, да? Угу. Уже снег и изморозь ложатся на землю. Начинается промысел. За белой лисицей, за песцом уходят охотники на сендуху. И вот так же наши шли откуда-то, с новгородских земель, с Архангельской области. Сколько их шло, этих людей? Чего искали? Зачем? Что? Люди шли. Ведь прошли свою родную землю, на Тесемню, или прочее, род свой. Он знал, что он никогда не вернется. Люди шли. И вот более 300 лет тому назад среди проживающих людей буквально свой язык не забыли. Да, действительно русский. Вот попробуй столько хоть лет прожить и не забыть. Не забил, главное дело. Остался на месте. Что я буду здесь жить. И дожили. О, до лампочки летят, дожили.